Последние новости из Туркменистана. Читайте нас в Телеграме и не забудьте подписаться. За серными насыпями в 1000 тонн, которые больше года копятся в Серахсе и отравляют воздух, стоит Мухаммед Мурат Айдагдыев, в прошлом вице-премьер Туркменистана и председатель Туркменхимии, а ныне директор Гарлыкского горно-обогатительного комбината. Айдагдыев тайно владеет логистической фирмой Хазар Логистика, одной из тех, что сваливает гранулированную серу прямо возле железнодорожного полотна. Запасы создаются по той причине, что бывший высокий чиновник никак не найдет дешевые вагоны для вывоза химиката за границу. Платить в долларах, как положено в этом случае, он не хочет, поэтому пытается выбить контракт в манатах у Туркменхимии, на которую до сих пор имеет влияние. Напомним, что несколько логистических компаний уже больше года сыпают гранулированную серу прямо возле станции Серахс. Ветер разносит вещество по всему городу, сера проникает и внутрь жилых помещений, из-за чего местным жителям трудно дышать, у них текут слезы и зудит кожа. Бизнесмены игнорируют требования Серахской санэпидемстанции упаковать и сократить запасы этого опасного, легко воспламеняющегося вещества. Напротив, серы становится только больше. Насыпи уже составляют 1000 тонн, а людей, которые пытаются их заснять, преследуют. Это дает повод подозревать, что за логистическими компаниями стоит кто-то, кто намного влиятельнее местных властей, и Туркмен Ньюс стало известно, кто именно. Как сообщил источник в правительстве страны, тайным владельцем фирмы Хазар Логистика является Мухаммед Мурат Айдагдыев, генеральный директор Гарлыкского горно-обогатительного комбината государственного концерна Туркменхимия. Высокая должность, которую он занимает без малого 7 лет, далеко не самая примечательная в его карьере. В 2014-15 годах он был заместителем председателя, а в 16 и 17 председателем всей Туркменхимии. Но выше всего Айдагдыев взлетал в 2017-18 годах, дослужившись до вице-премьера по вопросам промышленности. Именно во время работы в правительстве он тайно развернул масштабные экспортные операции. Айдагдыев не единственный виновник длящегося загрязнения в Серахсе. В бизнесе участвует и Базар Базаров, бывший прокурор, близкий друг Батыра Аддаева, вице-премьера по торговле, а в прошлом генерального прокурора Туркменистана. Возможно, сам Аддаев тоже владеет долей в Хазар Логистике. Кроме того, бизнесу помогают контакты Айдагдыева в правительстве и в руководстве Туркменхимии. Помогают, правда, не слишком охотно. Именно в ожидании льготных контрактов на перевозку копит серу у железнодорожной станции чиновник-бизнесмен. Бизнес Айдагдыева сообщается с миром через две фирмы: дубайскую Maryland International General Trading LC и Хазар Логистику. Первая заключает экспортные контракты, вторая транспортирует по ним грузы. Сам товар они берут все у той же Туркменхимии. Конечно, официального бизнеса у руководителя госпредприятия и бывшего чиновника нет. Maryland и Хазар Логистика записаны на других людей. На официальном сайте Maryland сообщает, что компания – одна из ведущих глобальных организаций, которая занимается добычей и поставкой всех видов удобрений и химикатов, прозрачно обсуждает все возможности сотрудничества и стремится к совершенству. При этом понять, где находятся заводы компании, кто ее клиенты и какими характеристиками обладают продукты, по полупустому сайту сложно. В линейке продуктов, например, представлена гранулированная сера. Ее описание явно составлено искусственным интеллектом и содержит пассажи о драматическом блеске и сияющем цвете гранул, тех самых, которые потом пойдут на удобрения или будут переплавлены в другие химические продукты. Пока же эти гранулы отравляют Серахс. В регистрационных документах или аккаунтах Maryland информации также мало, и связь с бывшими чиновниками не прослеживается, но управляют компанией одни туркмены. Сайт зарегистрирован на имя некоего Мейлиса Максадова. Судя по LinkedIn, генеральным менеджером является Мурат Атаев, который до этого руководил турецким филиалом той же фирмы. Глава отдела продаж и менеджер по продажам, оба также туркмены, а директором компании указан Мухаммед Сахедов, хотя директор он и номинальный, его имя стоит запомнить. Источник Туркмен Ньюс в промышленной сфере рассказал, что Maryland принадлежит именно Мухаммед Мурату Айдагдыеву, которому помогает бывший прокурор Базар Базаров.
Фирма активно закупает карбамид у Туркменхимии, у злополучной серы тоже происхождение. Перевозками занимается Хазар Логистика. Именно она всплыла в списке логистических компаний, которые больше года хранят серу под Серахскими ветрами. Кто же является ее директором? В базе данных Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана указан Мухаммед Сахедов, директор дубайской компании Maryland International General Trading LC, что подтверждает связь между двумя компаниями. По информации источника Туркмен Ньюс, Сахедов – подставной человек. Он даже не знал сути работы, когда его наняли. Хазар же Логистика ведет свою деятельность намного более открыто, активно публикует новости и фотографии фур в Инстаграме, где у нее 11,5 тысяч подписчиков. В новостях, кстати, намного чаще светится не Сахедов, а директор ашхабадского филиала Язмурад Оразмурадов. На сайте Хазар Логистика указаны рабочие контакты офисов в Туркменистане, Казахстане, Узбекистане, Турции и Грузии. Перечислены партнеры и представлено рекомендательное письмо от зарубежного клиента, есть даже калькуляторы стоимости на железнодорожные и морские перевозки. В тарифах на железнодорожные перевозки как раз и зарыта собака, а точнее насыпана сера. По данным источника, груз копится на станции из-за жадности Айдагдыева. Через связи в Туркменхимии он хочет выбить вагоны подешевле, но по его плану все никак не складывается. В 2022 году Хазар Логистика заключила крупные контракты на поставки серы в Объединенные Арабские Эмираты и Узбекистан. Железнодорожные перевозки за рубеж официально можно совершать в вагонах туркменских железных дорог, тариф за аренду этих вагонов долларовый, к тому же гендиректору компании нужно платить большой откат, а внутри Туркменистана тариф в манатах. Через туркменские железные дороги арендовать вагоны за манаты, чтобы использовать их для экспорта, не получится. Другое дело 700 вагонов Туркменхимии и бывшей вотчины Айдагдыева. Эти вагоны находятся на балансе госконцерна для доставки удобрений в вилаяты, но бывший чиновник пытается заполучить их для международных операций своей фирмы. Вот с 22 года и пытается. Сначала связывался с бывшим начальником транспортного отдела Туркменхимии, но не срослось. Сейчас же нужный Айдагдыеву контракт пытается выбить правительственный куратор Туркменхимии Рустам Хамраев. Учитывая коррумпированность туркменских железных дорог, нельзя сказать, что расплачиваются за эти игры честные бизнесмены и налогоплательщики, чьи бы вагоны в итоге не арендовала Хазар Логистика. Все равно заметная часть денег от сделки пойдет в карманы олигархов, зато за проволочки в этом решении расплачиваются своим здоровьем серахцы. У вас есть что рассказать? Пишите нам в секретном чате Телеграма. Мы никогда не раскрываем свои источники и гарантируем полную анонимность. А если вам нравится наша работа, поддержите нас, становитесь нашим спонсором.